Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» начал свою работу в республике со столичных артерий. За неделю дорожники уложили около 700 метров дорожного покрытия по улице Кулиева, начиная от пересечения с улицей Чахкиевой до перекрестка с Калиматова. Снимать старый асфальт при ремонте не стали, а просто доложили дополнительной толщиной 5 сантиметров. Вот этот участок дороги, там до укладки здесь были просадки, трещины образовались. Необходимость появилась, чтобы отремонтировать дорогу. На этой улице помимо укладки асфальта планируется заменить бордюрный камень, нанести разметку из термопластика и обновить знаки. Также ремонтируют дорогу, ведущую к городскому отделу внутренних дел. Здесь объем работы побольше, так как ранее асфальта на этом участке улицы не было, хотя здание столичного ГУВД построено несколько лет назад. На данный момент обустроено земляное полотно, после уложат слой смеси песка и гравия, а затем и асфальт. После строительства ГУВД здесь дороги практически не было, гравийная дорога была, и постоянно от неудобства поступали жалобы, что нет дороги. В этом году по нацпроекту качественной автомобильной дороги решили мы сделать участок дороги. Работу они начали, работы ведутся качественно. Здесь значит 60 сантиметров слой гравии, потом слой асфальта. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Магасе до конца года планируется отремонтировать 3 улицы. В общем, должны обновить около 5 километров столичного дорожного полотна. В рамках нацпроекта планируется и реконструкция улицы Альберта Нальгиева. То, в каком состоянии она сейчас, можно увидеть на этом участке дороги. Некогда гладкое полотно сейчас похоже больше на каменную брусчатку, а дорога в некоторых местах просела на несколько десятков сантиметров. Отремонтировать дорожникам предстоит около 2 километров этой улицы дороги. К работам еще не приступили, так как дорожники трудятся на соседней улице Кулиева. Вместе с обновлением дороги жители надеются, что власти города обратят внимание и на эти 2 опоры линии электропередач. Они явно вышли из прямого ряда своих коллег и гордо стоят посреди пешеходной зоны. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.